Визит главы государства в соседний Узбекистан оказался более чем продуктивным. Потенциальное сотрудничество двух государств затрагивает почти все направления взаимодействия. Одна из договоренностей президентов предусматривает реализацию около 50 совместных проектов в сфере энергетики. К примеру, между министерствами энергетики подписан протокол по взаимопоставкам электроэнергии и строительству крупных объектов по выработке электричества, направленный на обеспечение достаточного уровня воды в Токтагульском водохранилище. И второй документ, это соглашение по сотрудничеству по нашим гидропроектам, в частности, это Камбаратинская ГЭС-1. Мы договорились о том, что мы создадим рабочую группу, подготовим дорожную карту и попытаемся совместно реализовать данный проект. Самым масштабным проектом станет возобновление строительства самого мощного гидроэнергетического объекта в Центральноазиатском регионе. Рабочие группы приступили к изучению начального этапа работ. В рамках этого визита на днях позавчера, буквально в субботу, прилетала делегация Узбекистана. Здесь мы в рамках этого соглашения дополнительно подписали еще одно соглашение. То есть это как дорожная карта, где расписаны шаги, наши предпринимаемые шаги и этапы, как мы будем двигаться. Плюс подготовлены с обоих сторон расписано участие рабочих групп. И я думаю, в краткие сроки, до июля месяца, мы уже должны прийти к более точному, более ясному видению по строительству КГЭС-1. За последние годы Узбекистан на своей территории построил около 20 средних гидроэнергетических объектов. И учитывая гидроэнергетический потенциал нашей страны вкупе с опытом и капиталом соседей, в ближайшем будущем это станет взаимовыгодным сотрудничеством. Специалист отмечает, что в последние годы для нашей страны вопрос отсутствия ввода новых мощностей стал наиболее остро. Следовательно, строительство и запуск гидроэнергетических объектов принесет большую выгоду. У нас тоже потребность растет. Нам тоже нужно наращивать. У нас, конечно, темпы небольшие, где-то примерно 2,5% рост потребления идет. А вот у казахов, у узбеков темпы очень большие. Много вводится промышленных предприятий, потребление растет очень бурно. Если посмотреть на структуру выработки Узбекистана, Казахстана и нашей, узбеков всего 13% на гидростанциях вырабатывается. В Казахстане 7%. А у нас 92% на гидростанциях. И преимущество электроэнергии вырабатывает на ГЭС, что она маневренная. И можно быстро увеличивать, можно быстро уменьшить выработку. Эксперт отмечает, что достигнутые между энергетиками соседних стран договоренности обеспечат бесперебойную работу Токтагульской ГЭС и пропуск воды в Узбекистан в вегетационный период. Кроме того, в рамках встречи двух президентов отмечено, что в перспективе в регионе должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования. Улан Касенов, Тимур Садгалиев, Ала-То 24.